кино чөйрөсүндөгү айымдар тууралуу жана аларга болгон ишеним, кандай бизде көйгөйлөр бар, теңсиздиктер, гендер темасында мына ушулар жөнүндө. Ну, сложности у нее были, да, что ее как бы не допускали к режиссуре. Ошентип өзүңүз кино таануучуну тандап алдыңыз. То есть как бы с этого момента и мои одноклассники все уже они знали, что я вот этим всю жизнь буду заниматься, рассказывать о кино. Мы с вами, например, мы бы не допустили, чтобы с нами так обращались, кидали. Мы просто повернулись и ушли. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ушу Кыргызстанга келгиси келчү эле, Кыргызстанга келип балким кино тартайын. Я помню, она мне свою задумку говорила, вот она осенью снимала, что осень, и сейчас в жизни женщины осень, да, вот как бы Фатима Эже вступила в осеннюю пору. Даярсызбы? Даяр. Баштадыкпы? Даярсыңарбы? Айымдар кино тартат. Саламатсыздарбы? Сиздер Айымдар кино тартат подкастын көрүп жатасыздар. Адаттагыдай биз өзүбүздүн студиябызга, подкастыбызга айымды конок катары чакырдык. Кино жаатында эмгектенген Гүлбара Төлөмүшова, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген жана ишмери жана кино таануучу, Нетпактын мүчөсү, Фипресстин мүчөсү. Кош келипсиз, Гүлбара эже. Рахмат. Убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн. Сиз билгендей, биз бул подкастыбызда ушул кино чөйрөсүндөгү айымдар тууралуу жана аларга болгон ишеним, кандай бизде көйгөйлөр бар, теңсиздиктер, гендер темасында мына ушулар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бүгүн дагы ушул сиз менен биздин ушул кино Кыргызстандагы кинодогу иштеген айымдар жөнүндө кеп кылалы деп атабыз. Алгач эле сиз өзүңүз жөнүндө тааныштырып өтсөңүз, сиз кантип киного келип калдыңыз? Биз билгендей, сиздин апаңыз белгилүү куракчы, монтажер болуп көп жыл эмгектенген, белгилүү режиссерлор менен иштешкен. Апаңыз аркылуу келип калдыңыз да ошондой киного. Здравствуйте, да. Моя мама начала работать на киностудии «Кыргызфильм» в 1955 году, да, я было 18 лет, и тогда вы знаете, да, что многие такие технические процессы, технологические на «Кыргызфильме» не делали. Это все делалось там в Москве, в Ленинграде, на Мосфильме, на Ленфильме. И она, ей не было 20 лет, она уже в командировке ездила в Москву. И тогда вы знаете, что из Москвы же режиссеры приезжали, да, и, там, снимали фильмы. И она мне рассказывала, что иногда там, если краткосрочная командировка, она с гостиницами же туго было в советское время. Она могла, ее оставляли у себя. Вот она была, значит, там в доме Светланы Немоляевой, как актриса есть. Но Светлана сама была на съемках, и мама спала на ее кровати, допустим, да, потому что у нее папа был кинооператор. Они снимали в Кыргызстане, там, Токтагул. Вот. И, чем я, например, горжусь, что 12 апреля 1961 года она была на Красной площади, когда все приветствовали Юрия Гагарина, который как раз в этот день совершил первый полет человека в космос. Вот. И из самых таких очень важных для нашей семьи моментов в ее биографии она работала на картине «Зной» с Ларисой Шипицкой, и по окончании работы над этой картиной Лариса Шипицкая написала на нее характеристику, и эта характеристика, она есть в отделе кадров, в архиве отдела кадров на киностудии «Кыргызфильм». Просто в какой-то момент я искала какие-то материалы о маме, и вот тогдашняя архивистка на киностудии Ирина Абдиева, она мне нашла вот этот архивный документ, да, и это как бы очень тоже приятно. Вот. И тогда была оттепель, да, хрущевская оттепель, и все молодые люди Советского Союза, они были воодушевлены, они могли, я не знаю, мечтать, и эти мечты осуществлялись, да, и я поздний ребенок, потому что она когда уже на ноги встала, да, то я родилась, естественно, она всегда брала
на киностудию, потому что иногда нужно было в субботу-воскресенье работать, и меня негде было оставить, там садик не работал, допустим, и там М. я была, вот эта вот старая, территория старой киностудии, когда это знаменитая Березовая аллея была, и разные, значит, люди. Мама, если занята, то меня, значит, брали в свои кабинеты или водили по этому прекрасному двору на киностудии разные люди, сотрудники киностудии. И ну, я не знаю, там Галина Тараскина, это как раз снималась зимой, помню, много снега было. И она мне показала из окна, значит, там олень стояли, да, во дворе. Это вот как раз для белого парохода их привезли, этих оленей. Я помню также, они смотрели, значит, Алмаз Шакеевич, значит, для директора киностудии показывал частично смонтированный материал фильма «Красное яблоко», например, да. Это такой был директорский зал небольшой, не знаю, где-то до 10 мест, наверное. И вот как бы я тоже там оказалась среди тех людей, которые вместе с директором М. смотрели. И я помню также вот в Доме кино для детей, значит, Союз кинематографистов Кыргызстана, они по воскресеньям такой детский киноклуб на Ресте организовывали. Разные-разные детские фильмы мы смотрели, или мультики, или фильмы, и не только советские, но и зарубежные, да, вот. И, для взрослых кинематографистов, членов Союза, там, значит, в будние дни, там, после работы, да, не помню, может, 7 часов вечера начинались, но меня почему-то мама взяла на вот премьерный показ фильма «Белый пароход». М. Это незабываемо. Канча жашта элесиз? Я, наверное, или в первый класс, или я не ходила в школу, сейчас, ну, была маленькая. Вот. Ну, это незабываемые такие моменты. И то, что еще вот я любовь к кино, ну, неважно, тогда в советское время, вот когда мы уже в школе учились, младшие классы, в школах вот нас водили организованно, да, в театры, в музеи, в кинотеатры. И я вот вспоминаю часто, да, что вот эти фильмы я помню. Или мы с мамой ходили, да, я не знаю, там, например, фильм «Мама», такой мюзикл, да, Румыния, Франция, Советский Союз, с Гурченко из Боярских, с Боярским, Элизабет Бостон, режиссер. Вот этот фильм мы в кинотеатре «Россия», тогда широкоформатный, на 1000 мест был один зал, мы смотрели. Или, я не знаю, там, бременские музыканты, ну, разные-разные фильмы. И эти моменты просмотра, я помню, они отложились в голове у меня. Вот. Плюс мама выписывала там искусство кино, допустим, советский экран. И я один раз рылась, как говорится, и нашла объявление для, значит, абитуриентов ГИКа. Как бы у нас такое было всегда, ну, в ГИК это там готовят, ну, обывателей, артистов, ну, режиссеров, операторов. И когда я открыла этот, значит, один из номеров журнала, я помню, с эстонской актрисой Элла Коуль, и там была такая заметка для абитуриентов. Я увидела, что там, кроме там, актерского факультета, режиссерского, операторского, есть эконом-фак, да, для будущих организаторов кинопроизводства, директоров картин, киноведческий факультет, художественный факультет. Дело в том, что как бы я всегда в школе своим подружкам рассказывала о кино. Потому что вот эти фильмы оставались в голове. Потом дома я читала эти киножурналы, и что-то я рассказывала. Даже в школе на уроке физики один раз вот эта наша учительница по физике, она вдруг сказала: вот давайте сейчас не будем заниматься физикой, каждый из вас расскажет что-то, что вот волнует в данный момент. И я, значит, пересказала статью такого киноведа российского Ирины Рубановой, ее статью о великой итальянской актрисе Анне Маньяне, как ни странно, да? То есть как бы с этого момента и мои одноклассники, все уже они знали, что я вот этим всю жизнь буду заниматься, рассказывать о кино. Вот. И вот этот журнал «Советский экран», Элла Коуль, да, где была, значит, публикация для абитуриентов ГИКа, там было написано, значит, те, кто хочет поступить на киноведческий факультет, они должны, значит, написать работу на 20 страниц машинописного текста. Ну, тема вольная, свободная тема, но связанная с кино. Тоже что-то, что тебя волнует в этот момент, и отправить. Это предварительный конкурс, потому что, вы знаете, да, на актерские же там огромные конкурсы. Ну и на киноведческие, как оказалось, тоже огромные конкурсы, но они таким образом делали отсев.
Вот, допустим, в январе я отправила свою работу на предварительный конкурс, и в мае они позвонили нам домой и сказали, да, вы прошли предварительный отбор, можете там в июле месяце приезжать на вступительные экзамены. И нас вот со всего Советского Союза 30 человек приехало, и, по-моему, 12 человек нас набрали, потому что обычно там 15 человек на курсе, 12 советских граждан и 3 иностранца. Но на нашем курсе не было иностранцев. Вот так вот 12 человек мы как бы все 5 лет учились. Это, ну так вот все взаимосвязано. Если бы не было этого, не нашла я эту заметки, да, в журнале «Советский экран», кто знает, как бы моя жизнь сложилась. Ошентип өзүңүз кино таануучуну тандап алдыңыз. Эмнеге режиссер эмес, оператор? Не, ну мне всегда нравилось. Я, значит, вот смотрела фильмы, они же у меня остаются, впечатления. У меня была подружка такая в нашем дворе, так сказать, еврейской национальности. У нее мама была первая скрипка в нашем театре оперы и балета. Ее звали Рина, вот. И мы как бы все время с ней сидели, мы могли долго-долго сидеть и общаться на темы по актерам, по фильмам. Она тоже такая была девочка начитанная, образованная, много смотрела. И вот как бы мне это нравилось, да, вот. И всегда, значит, что-то узнавать новое про кино. А потом же это был уже где-то конец 70-х, начало 80-х, вот эпоха застоя. А еще, если мы могли найти публикации, да, там о фильмах, не знаю, Феллини, Антониони, но они уже в прокате не шли. Но на закрытые показы в Дом кино их привозили из Москвы, и приезжали такие лекторы, да, но это выдающиеся люди, и весь город, Бишкек, Фрунзе, мечтали все люди, интеллигенция, туда попасть. А вы знаете, у нас, ну тогда, наверное, 180 мест было в нашем зале в Доме кино. Туда все не помещались, естественно, да, потому что там, если приезжала Паола Волкова, да, это удивительная была женщина, в Авгике преподавала, значит, историю изобразительных искусств, или там другие лекторы приезжали, потому что они привозили фильмы, которые не шли в прокате. Но, я так полагаю, да, ну, это известный такой момент, когда вот Московский фестиваль проходил, они, значит, тогда же были вот эти бобины, да, 300 метров, 10 минут. И когда на фестивале показывается, да, иногда не обязательно в кинотеатре, там показывают в Большом зале в ГИКа, а вот этот показали, допустим, первую часть, ее, значит, ну, спустили, вторую заряжают, и вот это увозят быстро, с нее копируют. Они копируют, но это черно-белый такой вариант. Очень многие фильмы, которые были в то время, когда мы уже учились в Авгике, мы в столбах смотрели, они были вот таким образом, нелегальным, да, пиратским способом, скопированы. Но это потому что они же все знали, что уже эти фильмы в прокат не возьмут. В советский прокат не возьмут, ну, эти фильмы все хотели посмотреть, и вот таким образом мы как бы смотрели, и их привозили сюда, тоже во Фрунзе, вот эти лекторы, киноведы из Москвы, и, значит, все просто... Потому что все читали, еще можно было в советском экране «Искусство кино», можно было прочитать там рецензии, информацию об фильмах зарубежных, но как бы не было надежды их увидеть. Это сейчас, да, мы можем включить YouTube и посмотреть любой зарубежный фильм, который мы захотим. А тогда только вот в Доме кино в Бишкеке могли посмотреть. Пленками. Да, с пленки посмотреть, которая не всегда, чаще всего нелегальным образом была скопирована во время Московского фестиваля. Вот. Сапады да начар болгон, да? Ну, черно-белое. Это в черно-белом виде получалось, да. И тогда же вот в Авгике, когда мы такие смотрели, потому что «Кабаре», например, мы смотрели в ЧБ, и много таких фильмов в ЧБ. А потом, когда уже в перестройку, эти фильмы официально уже были приобретены для проката в Советском Союзе, мы видели, оказывается, цветные фильмы. Но, а мы даже привыкли в ЧБ. И ну, вот эти люди, приезжали киноведы, которые эти фильмы представляли, естественно, это все тоже как бы подтверждало. Ну, это как бы само собой было, да, и было на кого равняться. Потом какие-то книжки выпускали тоже, да, тогда Бюро пропаганды Советского Союза, там, про актеров, допустим, да, или про режиссеров, там, 10 фильмов Висконти, допустим, там, по-моему, Веры Шитовой. И вот слог нравился, как пишет там Ирина Рубанова, Богемский, который про итальянских актеров всегда писал. Вот, потрясающе, да, но Ирина Рубанова, если еще в кинопанораме ее увидишь, тогда же было, все смотрели кинопанораму, Эльдар Рязанов ее вел, и там Ирина Рубанова появлялась, и ты видел, что она еще не божественной красоты женщина, еще умная, она еще рассказывала про трудную судьбу Роми Шнайдер, это вообще
Вот. Это вот таким образом, ну, то есть как бы все было предопределено. Ошондо сиз 5 жыл окудуңуз в Мгм. ГИКте, кинотануучу, Наш курс тоже был такой революционный, потому что у нас мастерство кинокритика, такой предмет. Мы как бы троих сменили мастеров, прежде чем не успокоились на эфиме Самоуча Левини, допустим. Да? И представьте, у нас были девчонки одни и один парень, вот Сергей Анашкин, знаете, да, известный киновед. Бирге Да, и окугансыздар. он чуть-чуть постарше, потому что они первый курс обучаются, мальчишки, а потом уходят на 2 года в армию. И он уже к нам вернулся на наш курс. Вот. И мы как бы его делегировали. И, представьте, мастер сидит, и ему говорит... Анашкин встает и говорит, что мы как бы недовольны вашим методом преподавания, вот мы не хотим у вас учиться. Вот такие вещи. Видимо, это все в это перестроечное время, оно как бы накладывало такие отпечатки вот, на нас тоже. Ну, вообще это было необычное время. Мы же практику проходили на Московском фестивале. Да, вот это вообще что-то невероятное. А тогда, это, наверное, 87-й год, в советское время было 3 фестиваля, 3 в одном. Фестиваль полнометражных художественных фильмов, фестиваль документальных фильмов и фестиваль детских фильмов. И это все в одном. Это вообще огромное количество народу, огромное количество фильмов, да, 3 фестиваля. И мы практику там проходили, и запросто, это вот тот год был, когда Роберт Де Ниро был председатель жюри. И он был такой молодой еще, такой, в общем, такой симпатичный, красивый. И этот вот Депардье тогда уже тоже ходил, но в таком виде, которым не совсем не совсем симпатично, но все равно в таком вот его виде, вот под мышки 2 милиционера вели, вот, Габриэль Гарсия Маркес, потому что там был в программе фильм по его произведению, мы сидели за соседними столиками, обедали, да, вы представляете, да? Это даже перестройка, очень много людей западных, они приезжали на Московский фестиваль, и вот мы запросто могли с ними общаться, там, смотреть эти фильмы. И это вот к вопросу как бы фестивальная составляющая моей деятельности, да? Но еще раньше на первом курсе в ГИКе тоже проходит в ГИКовский фестиваль. И мой первый фестиваль это был вот в ГИКовский фестиваль. Там, я помню, 2 болгарских... Да, он есть, но тогда 2 болгарских режиссера мне сказали, вот у них возьми интервью. Я у них взяла интервью. Канчанчы курсталыс? Это на первом курсе. И потом значит, «Путь к экрану», газета, которая 1 копейка стоила, это интервью опубликовали. Это вообще, это вот в ГИКовский фестиваль был первый фестиваль, потом этот московский фестиваль. И потом уже где-то несколько лет назад, не знаю, в 2014 году я была членом жюри на этом ГИКовском фестивале. То есть вот так вот возвращается. И на этом московском фестивале я тоже трижды была в жюри в разные годы. Вот. То есть вот как бы все так. Сон студент болуп келип анан кайра калыстарды болуп кинолорду көрүп турсуз да. Анан ушул азыр айтып берип атпайсызбы эмне себептен өзүңүз киного кызыгыптырсыз, жазганды жакшы көрөт экенсиз эле, изилдегенди, баарын ошонун баарын. Кыргыз киносунун тарыхына келип өтсөк, баары эле биринчи профессионал режиссер бул Фатима Мамуралиева деп айтышат да. Бирок тилекке каршы Фатима Мамуралиеванын тарткан тасмаларын архивден биз таба албай койдук. Бир дипломдук иши бар деп айтышты. Мен ошол кинофорумдун алкагында көрсөтөйүн дегенде эч жерден таба албай койдук да. Ошол боюнча сизде маалымат барбы? Ну, у нее вот это, «Добрый путь» или как-то назывался, да? Какой-то путь. Да. Это как бы «Добрый путь». в ее биографии единственная режиссерская работа, как режиссер, да. И это нужно, знаете, очень много лет назад, когда я на телевидении работала, на Кыргызтелефильме, там была Эльмира Базарканова, она сделала фильм про, значит, она жива была сама, Фатима Айджи, она сняла фильм, вот, я не знаю, там, конечно, наверное, не сохранилось, но это можно у Эльмиры Базаркановой смотреть, потому что Фатима Айджи была сама жива, и узнать у Базаркановой, она сохранила этот свой фильм, в телевизионном формате снятый, потому что там сама Фатима Айджи дает, ей рассказывает, да, и, может быть, Эльмира видела этот фильм. Интервьюсу бар, Да, потому что я помню, она мне свою задумку говорила, вот она осенью снимала, что осень, и сейчас в жизни женщины осень, да, вот как бы Фатима Айджи вступила в осеннюю пору, что-то такое. Надо у нее спросить, потому что
Ну, я знаю, там Болот, Тулен Шамшиев, ну, вот такие большие режиссеры, они свои фильмы тоже как-то забирали М. из ВГИКа, да, но я думаю, что можно было просто лишнюю часть, да, копию напечатать и заплатить. Они могли это себе позволить, потому что Слава Белов, это наш аниматор-режиссер, все считали его «Узорная сказка», да, дипломная работа, она утеряна, потому что у нас не было. Я тогда занималась киргизским мультфильмом, и этого фильма нигде не могли найти мы. А потом он мне сказал, что он тоже, наверное, сделал дополнительную копию, заплатил за вот эту услугу, и у него это есть, но в каком-то таком формате записано, что невозможно вот посмотреть. Ну, как бы вот мужчины-режиссеры, они так делали. Может быть, Фатима Эйдже вот этот фильм свой тоже сделала, ну, он утерян, наверное. Ну, вот надо узнать у Базаркановой. И, М. может быть, Базарканова этот фильм видела, и она нам расскажет. М. Уже мы будем судить об этом фильме из ее рассказа. Ошол сөздү уланта Фатима эже жөнүндө айтып берсеңиз, Фатима Мамыралиева ошол эмне себептен ошол дипломдук ишин тартып келгенден кийин эми чыгармачыл Ну, чөйрөдө эле калды, бирок кино тартканды уланткан не, жок ну да. она на дубляже же работала, режиссером дубляжа. Тогда же все вот эти фильмы тоже, которые советские, зарубежные, они дублировались на киргизский язык для, значит, да, всей республики нашей. Вот. И она первая, да, значит, студентка режиссерского факультета из Кыргызстана, да, чем мы можем гордиться. Мы знаем, что и последующим и вторая студентка была тоже женщина Лилия Турузбекова, да, и там уже потом Марлис Туратбеков и все остальные поступили. Вот. Но она прожила достойную жизнь, да, она долго прожила. Я, не знаю, вы застали тоже, да, она уже Нет. такая... Я помню, вот как она появлялась, да, она себя несла. Она всегда была изысканно одета, да, такая вот благородство в ней ощущалось такое вот. Я думаю, не знаю, что там ее сын говорит, потому что вот он тоже, я знаю, что очень ее, то есть как бы она, когда он был маленький, она, значит, его подняла. И потом, когда она уже состарилась и требовалось его внимание, я знаю, что он за ней ухаживал очень хорошо. И, может быть, с ним стоит тоже поговорить. Но я думаю, с Эльмирой Базаркановой, потому что она ее застала, она вот этот свой фильм снимала еще при ее жизни. Потом уже через некоторое время она умерла. М. Вот, только, ну, вот как театральные постановки, да, там, которые не были засняты, да, для показа по телевидению, но о них, вот я спрашивала своих коллег-театроведов, как вы пишете работы, да, о театре начала века или театре середины века, если они не сняты. Они говорят, мы смотрим рецензии, мы смотрим какие-то книги про режиссеров, про актеров, да, и мы разговариваем. Ой, сори. Мы разговариваем, и таким образом это специфика работы театроведа. То есть тогда можно применить специфику работы театроведа вот в вопросе изучения биографии Фатимы Мамуралиевой. Кстати, она, по-моему, какого, не 24-го года, да? Если 100 лет ей тогда в этом году. Надо вот этот год ее рождения уточнить. 26. Потому что, мне кажется, мне просто дали задание на работе, да, юбиляров, составить список юбиляров. Вот, и мне кажется, она 24-го года, да? Мен ошол баласы менен Турсун Да, Мамыралиев вы не поговорите, как раз столетие вы можете посвятить форум свой. сүйлөшкөн болчумун. Ошол апасы жөнүндө өзүнөн дагы сураганымда 4-5 жыл мурун Турсун Мамыралиев бул көп жылдан бери кыргыз киносунда эмгектенип жүргөн экинчи оператор. Анан ошондо айткандай, менин апама мүмкүнчүлүк беришкен жок. Мгм. Ошон үчүн дагы тасмаларын тарта албай койду. Болбосо абдан көп өзүнүн идеялары, ойлору бар болчу депчи. Ошол жөнүндө кабарыңыз барбы? Балким ошондой нерсе болгондур чынында эле, ага колдоо жок болгондуктан анан ошол звукка цехтан жумуш берип койду. Ушул сен дубляжда иштейсиң, режиссерлук кыласың депчи. Ну, что вы хотите, тогда же, ну вот она, допустим, в начале, в 48-м году она еще училась, да, вот с режиссерами, которые стали потом знаменитыми, да, фронтовиками. Они как бы, это что Базаров говорил, когда я учился, и когда я потом приезжал в Москву, и я разговаривал с ее однокурсниками, конечно, нашу Фатиму они все помнили.
Вот. Но тогда же не снимали игровые фильмы, когда она вернулась из ГИКа, документальные же снимали. М. Вот. И только во второй половине 50-х. И то как бы «Салтанат» — это все равно Мосфильм, да, допустим. А все равно группа была вся из Мосфильма, режиссер и все технологические цепочки. Они только здесь сняли. И то, наверное, павильонные сцены они снимали на Мосфильме. То есть как бы это же на ноги все потихоньку становилось. И только, не знаю, в 1964 году Экмель Субукеев, первый режиссер киргиз, да, получил... Он и то, у него вот, как у вас такой случай, он запускался же с коротким метром «Белые горы», и потом на 60 минут он сделал полный метр, да, на средства бюджет, у него все было на короткий метр. Вот, и ему удалось. Да, 60 минут, и тем не менее это как короткий метр. Там уже Таламу Шакеевич, который высший режиссерский курс закончил и снял «Небо нашего детства», как вот дипломную работу и так далее. Потом мужчина. Потом у нас же все-таки мы маленькая же республика были. Ну, у нас... Мы даже не делали... Постпродакшн в Бишкеке мы не делали. Это же постоянно находилась моя мама в командировках. Ленфильм, Мосфильм. Даже потом, когда в конце 70-х мультики стали делать, и то проявляли на Узбекфильме. Едут на автобусе ночью. Утром приезжают, сдают, гуляют весь день в Ташкенте, потом получают и возвращаются. Потом, когда пришла цветная аппаратура, да, во время перестройки, она так и осталась стоять во дворе Кыргызфильма, ее даже не раскрыли. Вот. То есть черно-белая проявка была лучше всех у нас. А цветные мультики, они ездили проявлять в Ташкент. Потому что у нас не было цветной проявки, у нас черно-белая проявка, но она была лучше. И у нас такой Виктор Боголюбов был на телефильме, который тоже в зное работал. Там, когда молодой Болот едет на КамАЗе, да, Виктор Боголюбов сидит за рулем, вот они там общаются, он в эпизоде снят, и вот он говорил, что там... «Укрощение огня», там «Перекличка». Ну, там были фильмы, которые прям специально ездили к нам черно-белую проявлять. Черно-белую. А монтажно-тонировочные все это делали там. На Мосфильме. Там, ну, там не только Мосфильм, там на Ленфильм, потом Леннаучфильм. Вот «Сказ об искусстве», который сейчас... К сожалению, на Ютубе вот они все-таки его опубликовали, но в ЧБ, потому что это изумительное изображение. Это Кадыржан Кадралиев, оператор. Это 1974 год, это к юбилею образования Киргизской ССР. Да? И по заказу правительства был снят, но они в цвет, он выгорел, в общем, что-то с ним стало. Фиолетовые какие-то такие краски там появились. Мы говорим, ребята, вот, Жолдушок Маталиев, ничего не смогли сделать, мы в ЧБ выставляем. Но это просто изумительный был фильм. Это Геннадий Садырович Базаров сделал. Это про киргизское профессиональное искусство, самый лучший фильм документальный. Чингиз Айтматов закадровый текст там читает. Вот благодаря этому фильму они же Леннаучфильм. Кыргызфильм. Да, Кыргызфильм, но это Леннаучфильм, они там делали постпродакшн. Они уехали летом, меня с собой взяли, и они не успели закончить за лето, и остались на сентябрь, и меня вот Людвиг Семенович, такой был директор картины, Давыдов, устроил в школу в Петербурге. Я пошла там 1 класс, вот, и как бы вот, ну, такой момент был, да, и вот это один из лучших фильмов. Если не лучше, это полнометражный, тоже 60 минут. Там, допустим, вот эта сцена «Король Лир», тогда же в 1964 году, когда отмечали юбилей Шекспира, и все короли Лира со всего мира, они готовили, значит, эту роль, и потом поехали в Лондон. И вот насколько легенда гласит, но Сабира Кумашулиева мне в интервью это подтвердила, Муратбек Расулов был один из лучших королей лиров. Вот. И, но тоже в ЧБ есть снятый момент, вот его монологи, Мель Субукеев там снимал. И в фильме «Мухе» они есть. А Базаров, он восстановил сцену из этого спектакля. Если вы видели «Сказ об искусстве», там есть сцена, значит, король Лир Рускулов, Гонорилья, это Бакенко Декеева, и Регана Мира Долбаева. Он
в цвете там же изумительно такой теплый, яркий свет насыщенный, там бордовые цвета. Он же седой вот этот, да, и вот это его корона и одеяние. И он хорошо, что это для фильма одну вот эту сцену снял, вот тоже для театроведов, да, останется, потому что прям буквально через некоторое время он умер, Рискулов, да, но вот Базаров это успел. То есть, ну, ошондой реконструкцию... Да. архивдер бар экен да, андай. Это фильм «Сказ об искусстве», но, к сожалению, сейчас то, что наши ребята выставили на Ютубе, это ЧБ. Но у меня стоит это перед глазами, этот фильм, он такой в цвете. И вот эта сцена, она в цвете, с «Короля Лира». Вот, допустим, да, и, ну, там была кропотливейшая работа проведена Базаровым. И этот фильм просто на одном дыхании. Вот, это один из тех фильмов. Это фильм как бы вот для меня тоже имеет значение большое. Как бы, да, открытие профессионального киргизского искусства. Там была и тоже уже Бибисара Бишналиева умерла, но Юрий Сокол, который один из операторов фильма «Зной», он тоже у него был киргизский период в его жизни, когда он «Зной» снимал, и он снял 10-минутный фильм Бибисара Бишналиева, да, и Базаров использовал некоторые кадры для своего фильма, потому что уже Бибисары не было, она уже там годом раньше умерла, допустим. Там Минжалкиев, там вообще изумительные такие переходы, да, вот он еще в таком светском костюме идет, но он уже идет как Мефистофель. И уже, да, вот это идет. И потом тут же он делает его, когда он уже в гриме, в костюме Мефистофеля. Потому что час времени, ну, все же, вы же знаете, все наши деятели искусства, культуры, они же, каждый считает себя, что он внес вклад. Потому что мама говорила, что все просто там требовали, да, он меня должен снять, я тоже внес вклад там, в развитие киргизского искусства. И поэтому Базаров как можно больше уместил деятелей культуры и искусства, но как бы буквально там, по несколько секунд, может быть. Но он это так емко сделал, что у вас как бы это остается в памяти. Там была такая вот, ну, как бы портреты, да, они там, такой вот сигареты. Он это снял как панорама. И они вот так все проходят, да, они еще живы, они в расцвете сил, там, Бакен и Дже, там, не знаю, все здесь проходят. Потом вот этот эпизод из «Короля Лира», где выдающийся актер Рыскулов и та же Кадыкеева. Там был фрагмент из спектакля «Материнское поле» с Даркуль Куюковой. Потому что в то время, да, во всех театрах Советского Союза «Материнское поле» Айтматов он ставился. Вот. И оркестр симфонический, вот сестренка Айсулу Такамбаева, Гульмира Такамбаева, солировала на рояле, да, она играла, и то есть этим как бы завершал там жизнеутверждающий финал, что вот у нас мы достигли определенных успехов, высот, но мы еще большего можем достичь. Вот, это потрясающий был фильм. Вот это моя мама с Базаровым, они работали. Азыр ошондо 50-чү жылдарда, анан 60-чы жылдарда Лилия Турузбекова келип тасмаларын тартып баштады. 100дөн ашык дарек тасмалар тартыптыр да. Ошол Лилия Турузбекова жөнүндө айтып берсеңиз, анткени аябай сонун уникалдуу материалдарды бизге калтырып кеткен, жөнөкөй элди тарткан, ошондой эле кыргыз элине салым кошкон адамдар жөнүндө тарткан, ошол эле Бакен Кыдыкеева жөнүндө тарткан тасмасын да биз кинофорумда көрсөттүк. Ошол анан экинчи кинофорум болгондо дагы Лилия Турузбекованы сиз сунуштап «Тагдыр» деген тасмасын көрсөткөнбүз да. Ошол Лилия эже жөнүндө айтып берсеңиз. Ну вот то, что вы сейчас сказали, «Судьба» фильм, это абдан сонун тасма, Клавдия да? Ивановна Антипина, да, это этнограф киргизский выдающийся. Ну, она вообще из семьи же очень интеллигентная, да, у нее отец известный поэт Джосуп Турузбеков, а мама, по-моему, Гульсун Апа, она вообще была такой универсальная машинистка, которая в Верховном Совете, значит, стенограмму они вели, по-моему, так, она не просто там машинистка, да, то есть это же, когда законы обсуждают, там, и она один период у нее была, она в Москве работала, в Верховном Совете СССР,
Вот, то есть она была тоже, ну, значит, очень грамотная, ее мама. И вот когда с Лилией Джей я разговаривала, как-то вот ее приглашали, кстати, мы готовили, не я готовила, в 98 году, когда немножко оживилась работа в Союзе кинематографистов, там семерка так возглавляла, семерка режиссеров. И там вечер был посвящен ошондо дагы бар Динаре беле Асановой. Да. 7, 8. Ага, это там просто Азыр хотели... деле ошондой бар. Актана хотели или что, но он сказал, давайте там все наши известные режиссеры, плюс Каратенко такой менеджер. Алардын арасында Да. айымдар бар беле? 7, да? Не, ну тогда у нас еще не было же, среди женщин же еще не было, в 98 году еще же не было никого. И там вот этот вечер памяти Динара Асанова, и она рассказала Лилия Дже, что вот ее мама Гульсун Апа, она, еще когда только Динара там молоденькая, там, еще студенточка, она в нее поверила, она почувствовала, что Динара состоится. Она говорит, у этой девочки большое будущее. Вот Гульсун Апа. Вот это Лилия Дже всегда рассказывала. Вот. И, знаете, она с моей мамой тоже работала. У них, у Лилии Дже был такой очень хороший 5-частевый, да, полнометражный документальный фильм «Кошоэтаж» о деятельности Курчубека Акназарова. Вот. Это, значит, о том, что люди, значит, освобождали поля, земли от вот этих больших камней, от булыжников, да, вот, чтобы они, ну, как бы такая идеалистическая, утопическая была идея, вот если все эти камни оттуда собрать, убрать, освободить землю от этих огромных камней, то ее можно спахивать. Да, и вот такой вот фильм, то, что Акназаров тогда гремел. Это, по-моему, фильм 80-го года, да, уже вышел. Она всегда к нам домой звонила, там они собирались, там ехали, что такое прочее. Это один из вообще лучших ее фильмов. Это автор сценария Леонид Борисович Дядющенко, оператор Нуртай Барбиев. Вот, и вот, да, и, ну, как бы это тяжелый был фильм в постановочном плане, да, представляете? Потому что она еще рассказывала мне, что это же, там красивые вот эти пейзажи, но Нуртай, говорит, всегда у него наготове была камера включена, чтобы увидеть, а потом пока достать. У него было наготове, потому что он и снимал. Он потрясающий, там такое изобразительное решение. Вот. И об этом вообще безумном труде наших трудящихся, да, которые освобождали землю от камней. Вот такой у нее был фильм, да, кроме того, что она делала потрясающие вот эти биографические картины, посвященные выдающимся людям, значит, нашей, ну, советской действительности, Бекенко Декеева, там, Клавдия Ивановна Типина, она также вот этот Кошоэтаж, который, ну, может, не знаю, но он... Вот когда Лилия Турузбекова говорят, у меня вот эта картина возникает. Вот, и... Ну, тогда, как я работала на телевидении, брала тоже, я ей посвящала программу, ну, это, наверное, даже просто супер ВХС какой-то. И то они каким-то образом сохранилось, потому что я передачу копировала, героям раздавала. И потом они, когда Гани Кудайберген, да, снял вот этот в прошлом году фильм, посвященный Лилии Дже, там есть ее синхрон. Кадрлар. Да, вот этот вот. Ну, в ужасном состоянии. Ну, конечно, уже прошло больше 20 лет, наверное, 98-го года съемка, супер ВХС. Вот. Но, тем не менее, да, значит, дома они хранят, что приятно, потому что, ну, там очень много, я с ней общалась. Она очень хороший человек была, да, очень хорошая просто, очень красивая женщина, очень хороший человек. И тоже она неожиданно заболела и умерла. Она вот просто быстро сгорела, это было очень жалко. Вот когда эта семерка оживилась «Жизнь в доме кино», Нет, конец 90-х, начало нулевых, они много-много организовывали фестивали там, я помню, японское кино. И она с мужем приходила, и вот это еще Ишимбай Абдуразаков, который был в детстве нашим соседом, у нас двери, ну, рядом были двери, и он был консулом. Киргиз, который был генеральным консулом Советского Союза в Саппоро, в Японии. И вот я помню, когда мы их встречали внизу, стояли, ждали, и они приходили, общались. И она мне говорит, слушай, у меня никогда вот таких болей не было в животе, и вдруг у меня, говорит, что-то прям вчера заболело. И после этого она быстро сгорела. К сожалению, очень жалко, потому что она еще очень крепкая была, казалось бы, да? Очень жалко. Ну, то, что память, мы в прошлом году очень хорошо, да, целый год ваш форум был ей посвящен, и было много мероприятий.
дочери организовывали. Сүрөт Да. көргөзмөсү болду. И дочки тоже очень хорошие такие. Спасибо им. Бүт материалдарда сактап Да. калыштыр, сүрөттөрүн, тасмаларын, анан азыр цифрага өткөрүштү. Азыр ошол кыргыз фильмдин YouTube каналынан Лилия Турузбекова эжебиздин тарткан тасмаларын көрүшсө болот да. Чынында эле тарыхка мындай калтырчу, бизге керектүү тасмаларды тарткан да. Ошондо Лилия Турузбековадан кийин Клара Юсупжанова келип атат, ошондойбу? Нет, Динара, наверное, Клара. Ну как, они одновременно где-то. На актерский она сначала, Клара, актерский факультет. Она актриса профессиональная. Вот, потому что Болот Башналиев мне давал интервью. Ну, как вас узнал, про вас Кончаловский как узнал, я говорю, Болотбеке. И он мне говорит, моя однокурсница, в смысле, да, Клара Юсупжанова, которая была у него ассистентом на первом учителе, она, значит, ассистентом по актерам. Как бы она была. Мы уже мысль его завершаем в Болотбашке. Она ему сказала обо мне. Вот, откуда Кончаловский узнал, что есть такой артист Бешаналиев молодой. Вот. А сама она в эпизоде там снята. Да, Клара Джи. И она всегда мне с гордостью говорила, там у нее яркий эпизод, да, в таком костюме прекрасном. И всегда этот портрет, вот этот момент, использовался в рекламных постерах, афишах, да, в разных странах мира. Там где-то во Франции, да, были показы первого учителя, и вот этот, не Наташа говорит, ну, они немножко ревновали, да, что у нас, мы киргизские актрисы, он выбрал казашку, но она же все равно как бы балерина, и, может быть, она для него больше соответствовала. Вот. И вот этот вот портрет из первого учителя Клары Джи, а я тут стою, они на меня не смотрят, говорят, эти все французы, они, говорят, открыв рот, смотрят на меня, которая вот на постере. Да, допустим. У нее, кстати, много. У нее прекрасная работа в фильме «Зной». Потому что вот я делала тоже к юбилею Ларисы Шипицко программу про этот фильм «Зной». И с ней я общалась. Вот тот же Боголюбов. Дебюттук иши да, ошондо? Это был Ларисин дебют, да. И Клара Джи, у нее возрастная там роль. Она же совсем молоденькая была, ну, где-то 20-21. Вот, немножко, ну, то есть Лариса, когда искала вот Калипу, она увидела, когда вот Кларину фотографию, но она же девочка молоденькая, она говорит, если ее сделать грим, да, постарше, немножко возраст ей придать. И когда ей вот такой, ее загримировали, и ей показали, она вот ее утвердила. У нее же там такая роль, да, вот этот ужасный, жесткий, да, вот этот передовик производства Бакир, который... А эта женщина его любит, а он так с ней плохо обращается, да, вот так просто буквально, не знаю, вот так кидает ее. Вот. И она все равно его любит. И как мне говорил, опять же, Боголюбов, ты знаешь, там вот два вида любви, да, в фильме «Зной». Вот как Болот и Шамшиев и Роза Табалдиева, да, вот эта девочка-сакманщица и Кемель, это такая наивная, первая детская чистая любовь, да, и вот это вот рабская любовь. Потому что мы с вами, например, мы бы не допустили, чтобы с нами так обращались, кидали. Мы просто повернулись и ушли. Да, даже скандал не устраивали. Она продолжает его обстирывать, там, еду ему готовить, ублажать. Хотя он с ней так вот... Чем-то обозлен этот Абакир, да? Вот такую вот она роль сыграла. Это в молодом возрасте, да, такая сыграла возрастную роль. Да, и она... Потом у нее еще были работы, там, «Самая послушная», да, вот, но все-таки она, видите, вот, я не знаю, это было до встречи с Кубатбаке или после, да, то она поняла, она как бы все равно поняла, наверное, да, и вот у нее голод такой был. И она решила поступить, она же в высшие режиссерские курсы поступила. Наверное, я не знаю, это он повлиял или он не повлиял, она сама решила. Но потому что тогда я знаю вот некоторых людей, с которыми она общалась, да, допустим, Давид Маркиш, такой писатель. Вот, и, ну, то есть они общались там на «Зное», они все работали, да, и там...
Юрий Сокол тут же, ну, в общем, Лариса из Москвы. То есть, ну, это же влияет, вот эта среда, в которой вы находитесь. Тот же Болот Шамшиев, который играет Кемеля, но в то же время студент режиссерского факультета. А сама Лариса Шипицкая, наверное, это тоже на нее повлияло. И она тоже загорелась и решила поступать на высшие режиссерские курсы. Но это особая страница, да, нашей документалистики, это поэтическое вот это кино. Да, совершенно. Но тут, конечно, уже без такой тандем Джусубалиев и Юсупжанова, да, это они как бы, это их совместный продукт, да, она такого автора нашла для своих фильмов. Вот. И мы всегда, когда пересматриваем ее фильмы, да, это просто невероятно. И когда она, я помню, она всегда рассказывала, что какие-то у нее постоянно операторы там допускали брак, пленки, все такое прочее. А она постоянно что-то тоже была немножко недовольна, но тем не менее... Да, мүнөзү кичине оорураак болгон деп айтышат, да? Постоянно вот все против нее были, как бы она вот так говорит. Но это же на самом деле, это жизнь. Иногда ты думаешь, да, человек тебе улыбается, как бы он товарищ и друг, а потом ты узнаешь, через некоторое время он там тебе типа западло такое делает. Но это жизнь. Вот. И здесь, но тем не менее, она вот в этой ситуации, она жила и творила. Жалко, что она тоже рано умерла, тоже вот она могла еще пожить, она же еще была, по-моему, не такая возрастная, когда она умерла, очень жалко. Тоже. Но она вот, они с Кубатбайке нам подарили, да, такую, как Джамби, свою дочку Джусубалиеву, тоже очень интересную такую девушку, женщину, которая такая интеллектуалка наша, да. Быйыл ошол кинофорумубузда дагы Клара Юсупжановага арнайы эле деп атабыз. Ошол кызы менен дагы сүйлөшүп, тасмаларын көрсөтүп, бирге баарлашалы, элге тааныталы депчи. Анан ошол өзү ошондо Клара Юсупжанова актриса болуп келген. Анан ошол режиссерго окуп, анан өзүнүн тасмаларын жарата баштаган. Ошондо Динара Асанова экөө бир убакта келдиби? Динара, я знаю, они пришли вместе с Марией Урматовой, которая тогда, значит, и это Ведугерис рассказывал. Вот на нашей той встрече, вечер, посвященный Динаре Асановой, в 98 году это было. Значит, они пришли на киностудию, да, как всегда, надо прийти на киностудию, немножко там побыть, чтобы не просто там после школы поехать в Авгик. И Мария на сценарный говорит, а Динара на режиссерский. А мы как бы все красивые девушки, говорят, должны поступать на актерские. А эти две красивые девушки, они, говорят, пришли, и вот они решили на такие серьезные факультеты поступать. Вот. И тоже Динара на картине «Зной», она была ассистентом режиссера. Там тоже все же вспоминают. Клара Юсупжанова снималась, Болот Шамшиев был исполнителем, да, главной роли. Значит, Константин Розалиев ассистентом оператора. Оператор Юрий Сокол, который еще жив, и он живет в Австралии. И вот который был такой сериал «Бангкок Хилтон» с Николь Кидман, еще молодой. Вот этот он снимал как гражданин Австралии. Но мы его помним, что он начинал в киргизском кино. И вот они, значит, она, наверное, она была первый, второй курс, когда этот «Зной», потому что «Зной» немножко он там затянулся, потому что там была сначала Лариса Шипицкая, Ирина Поволоцкая, они вдвоем приехали, потом они заболели, Боткина, гепатит Б, что-то такое, и остановили съемки, пролонгацию сделали. И они уехали в Москву, вылечились, и потом они, значит, вернулась только Лариса. Уже Ирина не вернулась, и одна Лариса довела это дело до конца. Вот. И Динара же еще снималась как актриса, был фильм «У каждого своя дорога», который нет у нас, да, он есть в «Белых столбах». Это я вот просто, которая хотела, Алиса вот это проводила Караш Лаб, я ей говорила, найдите этот фильм. Он там есть, я узнавала, но это нужно какие-то деньги платить нужно, да, чтобы нам дали какую-то копию, я не знаю, чтобы в кинотеатре показывать, чтобы DCP-версию они сделали, это, наверное, больших денег стоит. Вот. Но она как актриса снялась, и потом, видимо, ей не понравилось, она больше уже как актриса уже не снималась, что-то такое там, тоже режиссер был приглашенный из Москвы, не киргиз. И потом, мы знаем, что долго она ждала, да, своего часа.
Она, значит, вот Базаров тоже всегда говорил, я не понимаю, вот начинают говорить, что здесь у нее, ей не давали работать, и она, значит, поэтому уехала. Но она говорит, нет, у нее так сложилась личная судьба, жизнь, да, что она, значит, вышла замуж за гражданина Санкт-Петербурга, да, Николая Николаевича Юдина, художника, потому что ее сын, этот Анвар, он 71 года рождения, да, и вот если, значит, она где-то в 70-м уже забеременела, то есть, получается, где-то в конце 60-х уже у нее с ним были отношения. Но я думаю, что Динара же понимала, что маленькая студия, да, что многие технологические процессы мы не делаем на Кыргызфильме, да. Дай Боже, если группа укомплектуется и поедут съемки, снимут материал. Вот. И она просто понимала, что, ну, представляете, там одна картина в 1,5 года, и потом это же был такой вот конец 60-х, начало 70-х, он очень сложный был год. Там была закрыта недоснятая картина Мелиса Букеева «Тайна мелодии». Вот этот был скандал большой. Там 600 тысяч советских рублей списали. А вы видите, что такое 600 тысяч рублей советских? Это же огромные деньги. То есть картина, она как бы что-то было снято, что-то... Ну, в общем, там люди разные говорят. Жабысал, что... Ну, потому что... Ну, вот еще я не буду называть, он жив, этот режиссер. У него тоже было много гонора. Там один тоже проект он делал, но тоже его закрыли. Это 80-е годы, потому что ну, не способен оказался. А тут вот списали... Представьте, 600 тысяч рублей они списали. Это где-то конец 60-х. Люди зарплату не получали. Где-то 70-71 год. И потом Кармана Ашимовича, когда назначили директором, и он, чтобы запустить вновь этот вот организм, да, чтобы он заработал, он принял такое решение начать производство малобюджетных фильмов. И таким образом, значит, быстро, они малобюджетные, незатратные, снимают быстро, выпускают в прокат. Там, не знаю, там, «Улица», «Водопад», там вот из Москвы приезжал режиссер, да, вот такие вот малобюджетные. И тогда Михадин заработал, и тогда уже продолжили съемки «Алый Маки» и «Сыкуля», «Уркуя», да, потому что вот эти два больших проекта, они были тоже на грани. Из-за этой ситуации после закрытия фильма «Тайна мелодии» у Мельса Букеева. Вот. И то есть вот это все, поэтому она видела, да, ну, это вообще сложная ситуация была производственная, да, такой кризис был. Поэтому я думаю, здесь она вышла замуж, и мальчик родился в 71 году, и она поняла просто, ну, мы же понимаем, да, когда у тебя есть возможность тебя запустят. Тогда же мало было дипломированных киргизов-режиссеров, да, там, только вот там Базаров, Шамшиев, Убукеев, да, Базаров, Шамшиев, Убукеев, кого я не назвала, Базаров, Шамшиев, Агеев. Вот. Но все равно 4 человека. Но 4 одновременно невозможно запускать. Нету столько у нас средств и людей. Людей всегда у нас мало, да, вот как на прошлой неделе мне сказали, сейчас в Кыргызстане 5 фильмов снимается полнометражных, и людей не хватает. Екинчи состав. Да, вот. И тогда тоже так было. Вот. И она просто, мне кажется, приняла единственное верное решение. Если у нее есть возможность уехать в Питер, Ленинград, потому что у меня там муж оттуда, и там. Но там тоже она уехала в Россию, а она тоже ждала. Естественно, ее не запускали же сразу, да. Если у меня мальчик родился в 71 году, а вот этот первый «Не болит голова у дятла» — это фильм 74 года. И то там просто так получилось, что кто-то должен был снимать этот фильм, по какой-то причине он не снял сценарий, и тогда ей поручили снимать. Потому что на Ленфильме вот эта Фрижета Гукасян была выдающийся редактор Ленфильма, и мне в 2002 году, когда готовила фестиваль, посвященный Динаре Асановой, я ездила туда на Ленфильм, она была жива, я с ней разговаривала. Вот. Она говорит, она пришла на Ленфильм, попала ко мне на прием и сидит, молчит. А я-то помню ее фильм «Рудольфио», да, какое он впечатление произвел. Но она ничего не говорит. Но с другой стороны, говорит это Гукасян, я, говорит, помню, что многие режиссеры, которые
были слишком словоохотливы, да, многословны, а на съемочной площадке ничего не могут сделать. Поэтому это я как бы ей поверила, и она же благословила ее на съемки первого фильма «Не болит голова у дятла». И все у нее пошло, да, и потом «Ключ без права передачи», и удивительно вот этот, «Беда», и потом вот «Жена ушла». Да, такой как Ингмар Бергмановский стиль, такой вот картина, которая как бы все равно наименее, может быть, ей дали какую-то категорию, низкую категорию, она чуть ли там такой, второй экран. Вот. Но, тем не менее, это вот на сегодняшний день одна из менее известных ее картин, но наиболее такая стильная, да, авторская. Вот. Ну и потом мы видим, да, подряд, как она стала работать. И, не знаю, вот она открыла каких актрис. Ольга Машная, вот этот фильм «Никудышная», это вообще девочка, маленькая девочка, как она работала. И потом, как «Милый, дорогой, любимый, единственный», да, какой вот она... Это фильм 85-го года, и уже Динара умерла в апреле 85-го года, а в Каннах он был в мае 85-го года показан. Он был в конкурсе, да, и он диплом участника получил, и она первая показала вот этот такой тип убогих девушек, да, которые такие вот, я не знаю, там, я не знаю, где, кто их воспитывал, то есть они не получили каких-то важных таких вещей, да, напутствий от мам, пап, бабушек, дедушек, да, они, как, я не знаю, такие сорняки выросли и такие душевно убогие. И вот потом уже во второй половине 80-х, сколько даже по телевидению появлялось уже в период перестройки, много фильмов, где в центре вот такие девицы. Но это открыла вот Динара Асанова. И она в «Пацанах», она же открыла вот это явление, которое мы сейчас знаем как скинхеды, да, которые вот в ее фильме они там берут кирпич и идут, да, на беззащитного парня. Там они еще на русского идут, да, ни за что они начинают там дубасить этим кирпичом. А в наше время это скинхеды же. Эти все явления она предвидела, и это все она показала первое вот в советском кино. И фильм «Пацаны», просто невероятный фильм «Пацаны», да. Там 100 персонажей. Практически они все главные. Мы не можем сказать, что только герой Приемухова главный. Они все главные. Анан кичинекей жаш балдар менен иштеген. Да, но это ребята, они же не просто там, как Аселя Жураева, из хорошей семьи, прям такой тепличная девочка, а это трудные подростки в основном, да, были, которые, может быть, у них были приводы, да, в детскую комнату милиции, какие-то уже были сроки для подростков предусмотрены, то есть это уже были такие личности, может быть, трудную жизнь уже прожившие трудную жизнь, несмотря там, на 14-15 лет. Она же их снимала. Потом немножко какие-то были обвинения, что вот все, кто у нее снимался, они все погибали. Вот. Но она же, фильм заканчивается, она не может продолжать же с ними нянчиться, продолжать. Она же новый фильм уже разрабатывает у нее. Она же не может, да. И в любом случае, вот, может быть, она где-то в жертву ее сынишка, который я его нашла в 2002 году, когда я ездила, готовилась. И это такой молодой человек, на него похоже очень, да, и у него, как мне говорили, золотые руки, да, он там жил, база Ленфильма под Санкт-Петербургом, и он, говорит, там все своими руками оборудовал, все делает, у него золотые руки, да, вот. Ну, у него тоже такая непростая жизнь, но при этом он очень, он умный тоже. Например, Клара Асанова, ее сестра, она мне говорила, слушай, говорит, Малахов решил сделать передачу про Динару. И они, говорит, к нему пришли, говорят, давай, Анвар, мы поехали в Москву. А я, говорит, отказался. Клара говорит, ее, ну ты же тетя, Клара, я, говорит, тебе тоже не советую сниматься у Малахова. Я тебе не разрешаю, ни в коем случае не слушай их. И она не послушалась и не стала участвовать у Малахова. Но, по-моему, Малахов сделал передачу, но без Анвара, без Клары и Дже. Вот. То есть умный мальчик, потому что не нужно вот эти вот... они же только на какие-то жареные факты, да, вот эти передачи. А нам нужно разбирать ее творчество. Оно очень такое, большое же, да, ну вот, и каждый фильм это событие же становилось, там, «Не болит голова у дятла», это потрясающе. И это, знаете, вот потом был такой фильм, много про Динару сняли документальных фильмов, ну, может быть, до 10 уже.
И один из таких вот, как бы, очень вас всех люблю, Игорь Олимпиев. Он так встык монтировал эпизоды из фильма «Не болит голова дятла», и он нашел фотографии детские Динары. Там, если помните, этот Цыплакова девочку играла, у нее 2 косички такие были, да, так заплетены, и он монтировал встык детская фотография Динары, которая тоже с 2 косичками. То есть как бы в этом образе Елены Цыплаковой альтер-эго маленькой Динары. Вот. Потом она снимала постоянно Екатерину Васильеву, да, они были с Авгикой дружны вместе, и это тоже ее альтер-эго, потому что она коротко стрижена в очках, «Не болит голова дятла», «Ключ без права передачи», то есть она вот в каждом фильме появлялась. Это ее альтер-эго получалось. И там говорят, что «Ключ без права передачи» должна была вот эту учительницу играть Екатерина Васильева, но худсовет, ну, она же некрасивая, они, значит, предложили совсем молоденькую эту Проклову, Елену Проклову. Ну, она уже девочка начала сниматься, и уже как бы она симпатичная, известная. Вот, ну, Васильеву она все равно оставила. Там она родительницу одну играет. Вот, у нее была своя актриса. И потом с собой, я говорю, этот Приемахов, который, кстати, в молодости работал в нашем русском театре драмы, да, то есть как бы тоже от наших мест. И вот она открыла прекрасную «Мошную». И мне, не знаю, Мошная мощная актриса, да, но вот в «Никудышной» мне больше всего она нравится. Цыплаков тоже она открыла, да, и всегда снимала. И Приемахова, это ее тоже заслуга. То есть она видела, вот, чувствовала людей, их потенциал. Ошо даректүү тасмасындагы сиз баягы Динара Асановага арналган кеч болгондо, баягы кино үйүндө, Чыңгыз Айтматовдун кино үйүндө Культура телеканалы тарткан документалдуу фильмин көргөнбүз да. Анан ошол жерде дагы бир кыскача бир үзүндүсү бар. Актерлор менен сүйлөшүп атканы, кантип аларга ошол ролун түшүндүрүп атканычы. Анан абдан көп окуган, акылдуу, ушундай башкача, өзгөчө бир өзүнүн стили, өзүнүн мындай жүрүм туруму дагы башкача болгон, айым болгон экен да Динара Асановачы. Анан сиз кандай деп ойлойсуз? Кыргызстанга келгиси келчү эле? Кыргызстанга келип балким кино тартайын деген ойлору болду деп ойлойсузбу? Динара, она же хотела Джамилю снять, и она хотела вот платоновский Джан экранизировать. Вот. У нее были мысли, она же не знала, что никто не мог предположить, 42 года, да, у нее сердце остановится. И у нее сердце остановилось во время съемок в Мурманске, да, она там очень сложные уже, это 31 марта, то есть как бы уже последний снег, лыжные гонки они снимали, им надо было успеть снять, а то снег уже уйдет. И она умерла, да, то есть она хотела Джамилю снять свою и хотела Платонова Джан. Вот у нее, конечно, были такие желания, вот, но, к сожалению, но она за 42 года, которые она прожила, ну, и считайте, это получается, да, 74-й, ну, 73-й. 74-й он вышел, «Не болит голова», значит, она снимала, начала в 73-м. 73-й по 85-й, да, ну, 12 лет. За 12 лет очень много она успела сделать. Она все время работала. Все время работала. Она, как и сестра тоже вот говорит, она один фильм у нее в монтаже, другой она разрабатывает в голове, там еще там идеи свои записывает. То есть, чтобы она... И это же, блин, фильм, да? Это же, как бы, ну, это киностудия, как бы вот авторского, да, направления больше там фильм. Мосфильм — это такой уже московская студия, которая там более боевики там всякие они снимали, уже более такие кассовую продукцию. А Ленфильм, там же и Герман в то время работал, Алексей Герман старший, да, допустим, там много таких. Она рядом с ними, с этими людьми была на равных. Это же сложно. Да, и там она долго ждала своего часа. Она несколько лет ждала. И вот эта Фрижета Гукасян, она вот в нее поверила. Анан 2000 жылдар башталганда Дальмира Телбергенова келди. Ну, Дальмира уже 90-х годах. То есть это 90-е годы, и она уже, вот когда Бешкемпир был тогда в производстве, она же работала в редакции.
Это Редактордун да, жардамчысы она, болуп. да, там как старший редактор, младший редактор. В общем, она в редакции работала. Потому что я там ее видела, и туда, когда приходила, я ее видела. Вот. И она при этом же состоявшийся поэт, она же, Светлана Суслова же ее оценила. М. Это дорогого стоит, да, потому что Светлана Суслова ее оценила, и она, ну, такой человек очень насыщенный, да, с таким поэтическим восприятием мира, я бы сказала. То есть она внутренне наполнена. Другое дело, вот когда ну, сложности у нее были, да, что ее как бы не допускали к режиссуре. И она же потом вернулась, она же там снимала, в Москве, да, у нее были, мы на форуме МЮТ показывали, да, ее игровые фильмы короткометражные. И потом она 2015 же год, да, вот «Под небесами» у нее фильм. Ооба 2015 Вот, он. он вообще как бы, ну, не знаю, как сказать, ну, может быть, кажется, что немножко стилевая эклектика там, да, немножко намешана, но я просто в прошлом году, мне нужно было для чего-то, я на Ютубе ее пересмотрела, эту картину, очень хорошо смотрится. Ее собственная тема, да, вот тема матери, образ матери, который вот в наше непростое время, как вот выживать. Немножко сложные там, отношения с сыновьями, особенно со старшим сыном, да, и все это, оказывается, замешано, вот этот клубок наркомафии, как говорится. И, в общем, эти щупальца наркомафии, они везде достанут, куда бы вы ни прятались. Да? И вот эта вторая картина, которая в прошлом году вышла, «Белек», да, у нее своя тема. Да? И это тоже, это вообще картина, это связано с ее личной судьбой, с ее личными переживаниями, страданиями. Вот. То есть это, видимо, это нужно вот на эту тему фильм снять, о своих переживаниях, страданиях, чтобы освободиться от этого груза. А когда вот действительно авторское кино, в основном это же режиссеры снимают о том, что они сами переживают, да, какие-то свои сложности, какие-то там вообще неразрешимые противоречия, проблемы в жизни. Вот. И они, чтобы они это лучше всего же знают, они сами пытаются разобраться. И поэтому это фильмы ценятся выше и больше, потому что это личная история этого вот конкретного режиссера, и она не повторяется. Чоң рахмат Гүлбар эже. Азыр дагы биздин атайын келген конокторго суроолорубузду берели. Сиздин эң жакшы көргөн тасмаңыз? Ну, «Селкинчек». Актандарым Да, кубаттын это Селкинчек тогда еще тасма. Абдыкалыков. Потому что этот фильм... И самая лучшая у меня рецензия за всю мою жизнь написана на этот фильм. Это фильм 93-й год. Это было такое безысходное время, без проблеска надежды. Когда мы посмотрели этот фильм, у нас прорвалось что-то в сознании, мы поняли, что в самой безнадежной ситуации всегда мы можем найти, всегда мы можем прорваться. Вот. И потому что там мальчик, он же, когда девушка, которая ему нравится, да, она увлекается приехавшим моряком с морской службы, и для мальчика рушится весь мир, он думает, что весь мир виноват в этом, и потом вдруг что-то его осеняет, и он свою красивую любимую девочку начинает рисовать на стене углем. Он становится художником. И можно вот как бы через искусство преодолеть все тяготы жизни. Вот это... Сон. Ал эми жакшы көргөн режиссеруңуз жана актриса? Ой, ну это в разный период времени же разные могут быть. Вот сейчас я просто сотрудничаю, да, с одними людьми, и там для них какую там присматриваю каких-то личностей в кино, да, и узнала вот в Даке, да, член жюри Шармила Тагор, и она в 13 лет начала сниматься в кино, кстати, Жита Ре, она вообще бенгалка. Авторское кино в Индии, как раз Западная Бенгалия, да, они снимали. Тогда до 1947 года это же была единая Индия, потом они разделились. Мусульманская часть Бенгалии, она стала Бангладеш, это бенгальцы-мусульмане, а эти индуисты. И она потрясающая, вот этот мир Апу, это можно сейчас посмотреть. Она сыграла в 13 лет гениальную роль. Үчүнчү сурообуз ошол кинодогу же китептеги сизге жаккан каарман? Ну, я вот думала, мы когда тоже молодые были, в 96-м году в Доме кино, 16-миллиметровой пленки показали ужасную копию фильма Лоуренса Аравийски.
Но мы смотрели, сидели. Это очень длинный фильм, где-то больше 3 часов. Это вообще невероятно. И вот мне до сих пор в памяти стоит этот прекрасный актер Питер Утул, который сыграл возраст 30 лет этого Лоуренса Аравийского. Ну, это, как говорится, шпион был английской разведки. Это событие, да, столетней давности. Это то, что тогда это было закат Османской империи, да, и когда уже, значит, Англия, они же решали, что делать с этими территориями. Там действие, я говорю Алану, а где происходит действие в фильме, да, там я вижу Первая мировая война в Турции, да, там вот раненый в разрушенном госпитале, воды нет, он су говорит, да, потом какие-то сцены, он говорит, это то, что сейчас называется Объединенные Арабские Эмираты, да, потом есть сцены снятые, то, что сейчас называется Саудовская Аравия, это же англичане потом, да, вытащили там этих предков нынешних королей Саудовской Аравии, это все они потом размежевание сделали этих территорий. А он был разведчиком. Рахмат, Гүлбара эже ошондой эле биздин тарелкабызга дагы өзүңүздүн кол тамгаңызды коюп кетсеңиз жакшы болот эле. Рахмат, Гүлбара эже. Всем спасибо. Чоң рахмат. Дагы сүйлөшө берет болчубуз, дагы 2-3 саат болсо делечи. Ошо чоң рахмат Гүлбара эжеге. Спасибо.